Уже больше 20 тонн текстиля отправил на переработку единственный в регионе пункт приема старых вещей. Ненужная одежда, постельное белье, полотенца обретают новую жизнь на заводе в Иваново. Раньше волонтеры занимались благотворительностью, сегодня развивают и новое для себя эко-направление, которое оказалось очень востребовано у жителей столицы. Виктория Палкина встретилась с энтузиастами. Вот рубашка, например. Вот рубашка, она грязная уже, тут грязная, вот это уже все, это уже переработка 100%. Мы откидываем сюда. За день здесь перебирают больше 10 килограммов старой одежды. А потому всегда напоминают сыктывкарцам, что приносить нужно только стиранные вещи. Есть еще некоторые ограничения. В переработку не принимают пуховики, ремни, сумки. Первоначально проект «Родник» занимался благотворительностью. Собирали ненужную одежду у горожан и раздавали ее нуждающимся. Но со временем тех, кто приносит, стало гораздо больше тех, кто берет. А еще в начале лета этого года волонтеров ждал неожиданный переезд. В определенный момент нас просто выселили из того помещения, где мы находились, не по нашей вине, не по вине арендодателя, но там по техническим каким-то сложностям попросили нас, поменять помещение. И вот эта вот огромная куча вещей, мы поняли, что просто перевести с места на место это очень дорого будет. И это просто не нужно делать, это невозможно сделать. И вот этот вопрос переработки очень остро встал. Юлия Румак уже больше 4 лет приносит вещи сюда. Сначала она сдавала то, что может еще кому-то пригодиться. Сегодня в пакетах то, что уже вряд ли кто-то наденет. Но сыктывкарка точно знает, что даже эти отходы не будут гнить на полигоне, а обретут вторую жизнь. Иногда не все понимают, действительно так и говорят, да что там проще выкинуть, что там возиться. Вот. Но в основном люди, которые понимающие, адекватные, они, конечно, за такое. Сегодня в России лишь 13 компаний занимаются переработкой старых вещей. И после ухода с российского рынка многих европейских производителей они просто остались без сырья. А потому именно такие пункты сбора в регионах их единственные поставщики. Сегодня в стране в год перерабатывают больше 25 тысяч тонн текстиля. Действительно, достаточно много, процент, во всяком случае, так говорит морфологический состав отходов, что присутствует именно текстиль, да, и текстильная продукция, вот с ней бы тоже что-то нужно делать. Нет у нас предприятий на территории Республики Коми, которые были бы заинтересованы именно в дальнейшей переработке. Не оставили в роднике и привычное для себя направление – благотворительность. Здесь любые детские вещи можно взять совершенно бесплатно. Помощь окажут и тем, кто нуждается. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.